Каждый раз, когда я прихожу на эту телепередачу, мне интересно узнать новых личностей, вдохновиться и узнать их точку зрения на ту или иную ситуацию. Сегодня я на этой передаче в первый раз. Я очень жду встречи с Раджабом Юнусовичем. Хочу узнать много о его жизни и творчестве и набрать опыта. Сегодня к нам приходит Раджаб Юнусович, баянист и профессор. Это один из самых лучших баянистов у нас в республике, если не в стране. Я еще не знаком с Раджабом Юнусовичем, но сегодня я думаю ему задать самые интересующие меня вопросы. Пару минут назад мы видели его в гримерке, и сразу стало понятно, что он очень активный, веселый и очень умный человек, который притягивает к себе внимание, с которым сразу охота пообщаться. У меня был один знакомый, он как бы немножечко рисовал. И он мне сказал, что очень сложно схватить суть. Я надеюсь на шикарный портрет кисти Рафаэля. Нам сказали, что Раджаб Юнусович очень разносторонняя личность, и я думаю, общение с ним будет очень интересным. И мы также поможем вам узнать его личность со всех сторон. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Здравствуйте. дорогие ребятки. Я рад вас видеть, И мы вас тоже. таких улыбающихся, молодых. Здравствуйте, Раджаб Юнусович. Меня зовут Рейля. Рейля. Сразу хочу ознакомить вас с правилами нашей программы. Все очень просто. Мы задаем вопросы, а вы отвечаете. И в конце программы сможете забрать один из понравившихся вам портретов. Я все понял. Хорошо. Как ваше настроение? Замечательное. На улице весна, листочки распускаются, замечательная погода. Передо мной юные представители изобразительного искусства. Я надеюсь, что мы сегодня хорошо пообщаемся. И жду это общение с большим нетерпением. Мне очень интересно и любопытно. Пожалуйста. Могу ли я спросить, почему вы выбрали именно баян? Или, может, это все-таки баян выбрал вас? Ну, это было очень давно. Интересный такой исторический факт. Это был 59-й год. Вы даже себе, наверное, не можете это представить. 1959 год. Мне было 10 лет. В то время Уфа, Черняховка была совершенно отдельным городом. И сейчас, где проспект Октября, там был аэропорт. В Уфе было две музыкальные школы. Одна, вот, в которой я учился, то ныне это музыкальная школа имени Сабитова. Вторая музыкальная школа была в Деме. И одна музыкальная школа была в Черняховке, в отдельном городе. Конкурс был, ну, просто бешеный. Извините за такое слово. Баян был очень популярным инструментом. Мама хотела, чтобы я учился в музыкальной школе. Она сказала: хочешь в музыкальной школе на баяне учиться? Ну, конечно, хочу. И еще был один такой нюанс маленький, наверное, тоже можно об этом рассказать. В то время по уровню тех зарплат музыкальные инструменты тоже стоили очень дорого. Если пианино стоило 500 рублей. Это была несбыточная сумма вообще, невозможная. Баян стоил 120 рублей. Вот. Еще с этой точки зрения, чтобы легче было как-то в семье, ну вот так я стал баянистом, и не жалею об этом. Потому что все, что я в жизни интересного видел, много ездил и езжу, я видел все благодаря этому инструменту. Ну и потом, говорят, баян – душа народа. Вот. Сейчас, конечно, очень много электронной музыки, но живой инструмент это не заменит ничего. Каким было ваше детство? С какого возраста себя помните? В те годы детство было, наверное, у всех, ну, я не скажу одинаковым, но хорошее было детство.
вам может и интересно, вот сейчас студия находится в таком месте, а наш дом стоял, частный дом, метров 100 отсюда. В те годы не было ни вышки телевизионной, ни Салавата Юлаева, не было ничего. Были одни частные дома. Я учился в 35-й школе, вот рядом, да. То есть я вот с этого района. Детство было хорошим. Мы ездили в пионерские лагеря. В те годы детей отпускали на улицу до вечера. Даже родители не знали, где мы ходим, на Белое или там где-то мы купаемся. Не было никаких осложнений. И девочки одни из дома уходили гулять, и мальчики. Было очень безопасно, свободно. И детство было вполне нормальным. Спасибо. Пожалуйста. Расскажите какое-нибудь самое запоминающееся воспоминание из вашего детства. Самые воспоминания. Ну, воспоминаний очень много. Ну, вот я сказал, что я учился в 35-й школе, да? У нас был гениальный директор Григорий Семенович Розенблюм, очень уважаемый. Его все боялись, ученики. Достаточно сказать, что в те годы, в коммунистические, ему вручили как преподавателю орден Ленина, педагогу. Это был редчайший очень случай. То есть он был очень авторитетным человеком. И вот наш дом стоял на Гафури, вот сейчас где остановка автобусная, да, вот здесь рядом. Ну, мне было лет, наверное, 11. Что на меня нашло? Мы выскочили с мальчишками из ворот. У меня в руке пол кирпича, извините. Ну, наверное, хулиганили. Идет машина по обеду. Сейчас нет таких машин. Оказывается, в этой машине ехал Григорий Семенович и водитель за рулем. Я пол кирпича бросаю в сторону машины. Представляете? А я уже хожу в эту школу. Кирпич попадает в дверь машины, стекло было опущено, выскакивает водитель и за мной. Я, значит, во двор там, думаю, сейчас убегу от него. И на каком-то заборе он меня поймал. Поймал, взял за руки, как раз обед. Отец пришел мой на обед, он меня заводит домой, водитель. А он отца моего знает хорошо. А я знаю, что дома вот именно в этот период, ну, трудно очень с деньгами было. Ну, мама все говорит, да, денег мало, денег мало, денег нет, денег нет. И вдруг этот водитель отцу моему говорит, ты знаешь, стекло разбито, директор там в машине. Это стекло стоит 50 рублей. Это очень большие деньги. Я думаю, ну все, отец сейчас меня после этого, ну, представляете, да? И отец проявил мудрость педагогическую, достает из кошелька две по 25, вот такие две бумажки большие, отдает водителю, водитель уходит, отец не говорит ни слова. Я готов был провалиться сквозь землю от стыда. Мне было так стыдно перед родителями. Это был такой урок. Вот этот случай, связанный и со мной, и с директором школы, в которой я учился, очень был запоминающимся. Пожалуйста. Кого вы в детстве больше всего боялись? Маму или папу? Ну, как всегда, мама бывает, наверное, мягче. Отец был, ну, он был очень хороший, был хороший семьянин. Ну, конечно, если мы шалили и срывались, он срывался иногда, и нам доставалось по одному месту, было больно. Вот. Ну, так было заведено, и я думаю, что быстрее просто доходило до нас, что можно делать, а что нельзя. А вы играли в футбол? О, это отдельная эпопея. Я всегда занимался в детстве особенно спортом.
ходил очередно во многие секции, начинал, бросал, очень любил футбол и даже играл на стадионе «Динамо», который и сейчас есть, но он, конечно, был тогда старый, за юношескую команду, всегда играл в пионерских лагерях. И сейчас так иногда мне очень хочется погонять мяч по травке, получаю большое удовольствие. Скорости, конечно, уже не те, но иногда хочется. Да, пожалуйста. Можно вопрос для воспоминаний из детства? Вы убегали из дома? Убегал из дома? Нет, не убегал. были А такие зачем мысли? убегать, если там мама, папа, родители, друзья? Нет. И мысли не было? Нет? А куда бежать ты, простите? Не было таких мыслей. Интересно. Да. А кем были ваши родители? Не были ли они музыкантами? Не были. Были родители из простой, так сказать, семьи. Единственное, могу сказать, что мама очень хорошо пела и всегда хотела, чтобы... Ну, пела для себя, в смысле, домашний был хороший слух. Хотела, чтобы я пошел в музыкальную школу. Папа, правда, при этом сказал, ничего из него не получится. Меня в детстве в бане, в деревне тоже, говорит, учили на гармошке играть так, и я и не научился. И с него ничего не получится, говорит. Мама потом долго смеялась. Нет, родители не были музыкантами. Вы даже себе, наверное, не можете это представить. 1959 год. Мне было 10 лет. Мама хотела, чтобы я учился в музыкальной школе. Она сказала, хочешь? В Уфе было 2 музыкальные школы. Одна, вот, в которой я учился. То ныне это музыкальная школа имени Сабитова. Вторая музыкальная школа была в Деме. И одна музыкальная школа была в Черниковке, в отдельном городе. Конкурс был, ну, просто бешеный. Я знаю, что вы были очень много на гастролях, просто выезжали за границу. Вы на ходу учили язык или готовились? По этому поводу очень много анекдотичных было ситуаций. Ну, во-первых, должен сказать, что я довольно много был с концертами, как член жюри за рубежом. В таких странах, где уделяется очень большое значение изобразительному искусству. Я много раз был в Италии, видел архитектуру и Милана, Рима, и Флоренции и так далее. Был во многих музеях, в частности, в Париже, вот, в Лувре, в Орсе, в Музее современного искусства, в Мадриде, в Прадо. Волей-неволей сталкивался с тем, что все время-то не хватало знаний этого языка. Ну, в Италии я на сегодняшний день могу один ходить по улице, могу спросить налево-направо, где находится то-то, то-то, но это явно недостаточно, потому что, когда вечером, например, члены жюри после конкурсного дня собираются на ужин, значит, идет непринужденная беседа, и ты себя чувствуешь, ну, не очень уютно. Где-то там слово вставишь, одно слово, второе, но этого явно недостаточно, и я пытался учить язык, но как-то уже не очень запоминается. Так что запомните, пожалуйста, мои слова. И с сегодняшнего дня каждый вечер перед сном 10 слов. На следующий день 10, уже 20, ну и так далее. Вот. Я хотел немножко остановиться, раз я общаюсь с представителями изобразительного искусства, да, на впечатлении, которые я лично познал при посещении музеев, никогда не забуду следующий случай. В 2013 году мы с женой были 10 дней в Париже. Просто без всяких дел жили в центре Парижа, в гостинице, и обошли, сколько успели, музеи. Это, конечно, прежде всего Лувр, музей, который царский бывший дворец, где жили короли, он огромен.
Там в основном западноевропейское искусство, и Микеланджело, и Рафаэль, и многие-многие художники. Там за день не обойдешь. Вот. Но самое потрясающее впечатление у нас осталось от посещения музея современного искусства в Париже, который называется Орсе. Там на 5-м этаже выставка импрессионистов. То, что мы изучали по истории искусств, по репродукциям, это, конечно, здорово. Но когда мы видели это натуральные картины, это впечатление в 10 раз увеличивается. Мы просто были в восторге. И Ренуар, и Мане, и многие другие авторы. Мы просто были в шоке. После того, как мы обошли этот весь 5-й этаж и видели эти все картины, мы спустились ниже, там уже другая тематика, особо, честно скажу, смотреть нечего, и уже собрались на выход. Мне жена: слушай, давай еще раз поднимемся на 5-й этаж. Я говорю: слушай, ты прямо угадала. Мы опять поднялись и опять обошли всю эту экспозицию. Это величайшая выставка, это величайшие работы. И я к тому, что насколько изобразительное искусство может произвести впечатление. Ну как, мой портрет? Мне, по-моему, очень сложно меня схватить, если так можно сказать. Особенно нос, нет? Нет. Нормально? Ладно. Расскажите о своей семье. Семья... Ну что рассказать о семье? Я несколько был удивлен, что... Ну не то, что удивлен. Как-то несколько лет тому назад, вот, я не знаю, были вы или не вы, с таким удовольствием смотрел по телевизору вот эту передачу. На этом месте сидел мой сын, очень известный пианист, профессор, сейчас работает в Москве, заведует кафедрой специального фортепиано в Институте музыки имени Шнитке. Он очень интересно беседовал. Дочь тоже закончила фортепианный факультет нашего института, но в музыку не пошла. Хотя очень способная, работала на телевидении, сейчас пока воспитывает внучку, ну, в смысле, свою дочку, мою внучку. Супруга тоже пианистка, работает в колледже, в среднем специальном музыкальном школе напротив нашего института. Так что сплошные музыканты. Вот. И ни одного директора банка. Шутка. Да, пожалуйста. А у вас есть семейные традиции? Традиций много? Что вы имеете в виду? Например, каждый месяц ходите в театр, или каждое воскресенье у Понятно. вас вечерний ужин. Понятно. Ну вот, с детства старались детей вводить на концерты, в театры. Дочь танцевала хореографию. Сейчас внучка в 4 года пошла в младшую в группу. Это тоже, если можно, отнести к традициям. Ну, стараемся, чтобы учил язык, был в курсе каких-то событий, начиная от политики, кончая жизнью, так сказать, республики, города, ну и так далее. Вот если я вот ответил, то вот, наверное, так. А у вас не было идеи переселиться в какую-то другую страну, переехать? Вы знаете, выезжая за рубеж, максимум 10 дней. И я начинаю тосковать по телецентру, по улице Пушкина. Не могу я больше, чем 10 дней, ну 7-10 дней, и тянет домой. Ничего-то не надо, только быстрее домой. Почему такое происходит, я не очень даже могу объяснить. Видимо, ностальгия по родине. Но это нормально. Потом все пишут, вот там Швейцария, вот там... Сегодня я гулял около Салавата утром. Вы же много раз там бывали. Смотрите, какая природа за рекой, лес, Дема впадает, мосты. Какая там Швейцария? У нас не хуже. Давали ли вам в молодости прозвище? Или, может, в детстве?
Возможно, ваш... прозвища. Да. Ну, я не знаю, и вырежут это или оставят. Фамилия моя Шейхутдинов. Студенты меня все время звали шейх. Уж какой я шейх, на шейха совсем я не похож. Я думаю, это не вставит в передачу. А вы верите в Бога? Обязательно. Верю. Бог един, и те заветы, которые были у Христа, они распространяются на все религии, и на ислам, и на буддизм, и не убей, не укради и так далее. Ни одна религия-то не учит плохому, и всегда надо помнить, что сверху видно все, если так можно сказать. И вы об этом не забывайте. Вот говорят, религия радует душу. А что, кроме религии и искусства, радует вашу душу? Нашу душу радуют многие вещи. Когда в семье все хорошо, это радует душу. Когда у детей все хорошо, когда у внуков все хорошо, когда на работе все хорошо, когда получаешь удовлетворение от хороших выступлений, от хороших поездок. Многие вещи радуют душу, и пусть их будет как можно больше, этих вещей. Но часто бывает такое, что не всегда радостно, не всегда все хорошо. И в трудные минуты жизни как вы с проблемами справляетесь? Конечно, не всегда бывает хорошее настроение, но надо уметь радоваться тому, что есть хорошего, я уже сказал, и в жизни, и в семье, потому что все познается в сравнении. Скажем, даже две рядом живущие семьи очень сильно отличаются от друг друга. Сейчас мы не будем лезть в какие-то дебри. Вот. И всегда нужно уметь найти хорошее и порадоваться этому. И чтобы так было как можно дольше. Вот так я бы сказал. Если бы у вас был шанс вернуться в прошлое, Так. в какой бы год вы вернулись? Год именно. Год, да. Вы знаете, так все сложилось, что я не хочу возвращаться в прошлое и очень доволен, слава Богу, как все сложилось. Вот так бы еще долго-долго-долго, чтобы так было на всех направлениях. И в семье, и на работе. Единственное, может быть, скинуть бы так лет 25. Но это же нереально. Да. Вот. Никуда не хочу, только вперед. Волей-неволей сталкивался с тем, что все время-то не хватало знаний этого языка. Ну, в Италии я на сегодняшний день могу один ходить по улице, могу спросить налево-направо, где находится то-то, то-то, но это явно недостаточно. Так что запомните, пожалуйста, мои слова. Из сегодняшнего дня каждый вечер перед сном 10 слов. А вы видели когда-нибудь вещи сны? Вещи сны. Если я вижу не очень хороший сон, что не так часто бывает, я, во-первых, об этом никому не рассказываю. Ни жене, никому. Ибо, говорят, мысль, произнесенная вслух, материализуется. Я об этом всегда помню и никому об этом-то не рассказываю. И правильно делаю. То есть вы суеверный человек? Как? Суеверный? Да. Ну, отчасти. Отчасти. Есть суеверие вполне такое объективное, может быть, а есть глупые просто суеверия.
Ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Не очень суеверный. Не очень. Но стараюсь не делать те вещи, которые есть в глупом суеверии. Если вот все равно говорить про мистические случаи, у вас есть какая-нибудь история, чтобы... Мистическое Да, не было, не было? честное слово, Везучие. не было. Извините, я возвращаюсь к одной из начальных тем. Вы баянист, и вы, наверное, бережете руки, и, наверное, у вас есть какие-то тренировки для рук, кистей, пальцев. Жизнь музыканта – это очень музыканта, играющего, так скажем, и гастролирующего, она довольно сложная. Знаете, это как в балете. Если балерина не стоит день у станка, какая же она на следующий день будет балерина? То же самое практически в исполнительском искусстве, в музыке. Аплодисменты, букеты, все думают, вот жизнь артиста. А никто не знает, сколько артист вкалывает и сколько он пашет, если так можно выразиться. Вот так. А какой самый героический поступок вы совершали? Никакой. Никого не спасал, из-под танка не вытаскивал. Я не герой. Это точно. А с каким персонажем вы себя ассоциируете? Персонажами? Ни с какими я. Персонаж я сам. Ни на кого не похожий. А как думаете, как бы вас характеризовали ваши ученики? Ученики, это надо спросить у них. Как я могу за них, так сказать? Попробуйте. Ну, вы как считаете? Пока работаем. Ну, наверное, в молодости я был более жесткий. Сейчас уже не такой жесткий в отношении учеников. Потом нельзя всех мерить по себе, сколько мы вкалывали и вкалываем. Сейчас, конечно, таких учеников становится меньше. То есть случайных людей, таких вот случайных, нет в музыке. Но я думаю, то же самое в изобразительном искусстве. Давайте немного перейдем от темы искусства к хобби. Что вы любите делать? И еще от меня вопрос. Любите ли вы готовить? Готовить иногда готовлю, причем с большим удовольствием. А внучка моя ест только мой борщ. Я вам честно говорю. Она говорит, свари мне борщ. Не бабушкин борщ, а мой борщ. Вот. Вообще в искусстве нужно желательно иметь смену деятельности в своей жизни. Я люблю иногда съездить на рыбалку. Хотя я не ас, не профессиональный, сказать, рыбак, потому что у меня есть родственник, который настоящий рыбак. Я рядом с ним там вот закинуть удочку, посидеть в тишине, послушать, как птички поют. Потом приезжаешь, и совсем другое настроение. Люблю работать в саду. Хоть многие меня и не понимают. Что-нибудь посадить, полить, там, я не знаю. Вот, пожалуй, рыбалка и сад. Хобби. А у вас есть такой человек, с которым вы подло поступили и хотели бы попросить прощения? С которым общаемся, Ну, может, да. с которым делюсь всем откровенным, вы это имели в виду? Да. Ну, есть такое выражение, чем становишься старше, тем друзей становится меньше. Но они все-таки есть. Их немного, но есть. Но вообще самый лучший друг – это жена. Если она
хорошая, с которой прожил много лет. Вообще у меня такой есть секрет, может, вам интересно будет. Мы с женой ходили в одну группу детского сада. Можете себе представить? Да не можете? Есть снимок нам по 3 года. Значит, мы в младшей группе. Вот так. И вот с тех пор. Я думаю, пора остановиться. Давайте еще чуть-чуть посидим, пока мы Давайте закончим. последний вопрос. Просто вы нас тоже должны понять, потому что мы не так быстро рисуем. Я понял, да. Ну, я рассказал все, вплоть до того, что ходил в детский сад с женой, и уже дальше уже некуда, все. А вдруг мы хотим еще больше узнать? Любимое стихотворение. Вы сможете его процитировать? Стихотворение, Да, ваше любимое. ну, поэзию я вообще люблю. Ну, 4 строки. Нет, это Есть слишком- в осени первоначальной, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Вам понравилось? Очень. Вот Давайте как еще. здорово написано. Есть в осени первоначальной, короткой, но дивная пора. И так далее. Еще я недавно прочитал книгу про величайшего нашего пианиста Эмиля Тагилевича. Она заканчивается таким стихотворением. Сейчас, если вспомню. Сколько надо отваги, чтобы играть тоновика. Как играют овраги, как играет река. Это стихи Бориса Пастернака. А вы любите фотографироваться? Раньше любил, сейчас не очень. Давайте сделаем селфи. Вместе с вами? Да. С большим сейчас. удовольствием. Давайте. Давайте. Где? Сейчас. мне встать Прямо или- здесь, да. все Здесь, да? вместе. Ага. Он сильно молодежный. Так, ну кто закончил опус, картину? Нет, еще мы не все закончили. Так, кто будет снимать? Мне было очень приятно с вами общаться. А где остальные? Желтенькой нет девочки. Вот она, да. И смотрим еще раз. Спасибо вам. Так, ну что, смотрим? Нет, мы еще не закончили. Еще не закончили? Нет. Я немножко прогуляюсь. Вы пока рисуйте. Жизнь музыканта довольно сложная. Вы знаете, это как в балете. Если балерина не стоит день у станка, какая же она на следующий день будет балерина? Аплодисменты, букеты, все думают, вот жизнь артиста. А никто не знает, сколько артист вкалывает, пашет, если так можно выразиться. И последний вопрос. Как вы думаете, какой цвет у счастья? Как? Какого цвета счастье? Счастье. Счастье, да. О, вот интересный вопрос. Какого цвета счастье? Ну, наверное, голубое. Все же. Почему? Когда голубое-то небо, оно голубое. Оно не черное, не темно-синее, не красное. Голубое. И по нему поплывут белые облака. Мне кажется, это символично и хорошо. Все, ребятки, спасибо вам. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю программу. Мы были очень рады узнать ответы на свои вопросы. И спасибо вам огромное, что пришли сюда. И вам спасибо. Спасибо. Было очень интересно. Спасибо. Теперь вы можете, как мы уже вначале сказали, пройтись и выбрать себе портрет, который вам больше понравился. Я, конечно, выберу, но я боюсь кого-нибудь обидеть. Я должен выбрать один? Да, да. Что же делать с остальными, если я у кого-то выберу? Ну, я попробую.
Интересно. Схвачено, по-моему, неплохо. Раджаб Юнусович показался мне очень вдумчивым человеком и личностью, который действительно много чего повидал. Нам было сложно его чем-либо удивить. Так, это как шарж должеский, а? Да. Ага. Общаясь с Раджаб Юнусовичем, я узнала его с другой стороны. Он показался мне очень веселым человеком, именно поэтому я изобразила его в стиле шарж. Ведь шарж – это юмористическое изображение человека. Это акварель, да? Да. Он очень много нам рассказал, но он все-таки человек, который многие вещи держит в себе. И я попыталась нарисовать его именно таким. Схвачено. Что-то я здесь какой-то растерянный, а, немножко? Это человек очень глубоко думающий, и на портрете я пытался изобразить его таким. Какой-то нос грузинский. Нет, ничего? Нет, все в порядке. Без обид? Без обид. Ладно. Несколько раз появлялось чувство, будто он читает мои мысли. Вот задам я ему вопрос, и он успевал на все ответить. Те, которые я даже не успела озвучить. Тоже интересно. Ну, что-то есть. Показался мне очень интересным и веселым человеком. Я его нарисовала таким, потому что он мне казался более скрытным, не раскрыл нам свои карты. Так. Ну, наверное, вот этот все же. Так мне показалось. Может, я не прав? Были заданы мне много очень интересных вопросов, совершенно необычных. Я постарался, уже не знаю, насколько это у меня вышло, ответить-то на них. То есть это была такая очень занимательная и любопытная беседа. Я давно не общался с такой аудиторией и получил большое удовольствие. Сегодняшняя передача была немного сложнее, чем остальные, в которых я участвовала. Раджаб Юнусович оказался довольно скрытным человеком, и было очень трудно вытянуть из него информацию. Но они иногда задавали вопросы, на которые я, может быть, не до конца имел право отвечать. Я старался быть политически, так сказать, правильным, так скажем.